Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В животноводческих предприятиях республики подходит к завершающему этапу заготовка кормов. По данным Министерства сельского хозяйства, на 9 октября план перевыполнен по сенажу – 109%, а сено заготовлено пока на 88%, силоса на 92%. Хватит ли кормов на зиму? Об этом и не только. Гость студии Александр Атласов, министр сельского хозяйства республики. Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как погодные условия повлияли на кормозаготовительную кампанию в этом году? Какие районы больше всего пострадали от засухи или, наоборот, от избытка осадков? И какую помощь окажут пострадавшим населенным пунктам? Да, если в начале сенокосной кампании наблюдался хороший травостой во всех районах республики, то середина сенокосной кампании в ряде районов из-за продолжительных дождей и подтопления сенокосных угодий возникла сложная ситуация по кормозаготовке. Это у нас Верхоянский улус, Кобяйский, Вилюйский и горный район. Также сказалась ситуация с ранчевыми вредителями выше экономического порога. Это у нас зарегистрировано в Чураптинском, Нерубинском и Сунтарском улусах. По уточненным данным, на 13 октября этого года всего скошено 358 270 гектаров сенокосных угодий, заготовлено 397 640 тонн, что составляет 90% от плана. Это по сравнению с прошлым годом мы на 1% выше, больше заготовили. Это в объемах где-то около 6 тысяч тонн заготовили. Как вы знаете, в прошлом году мы план выполнили 89%, это в объемах 390 тысяч тонн было. Заложено 25,5 тысяч тонн силоса, это 95% от плана, и заготовлено 17 тысяч тонн сенажа, это от плана 130%. Но этот объем мы перевыполнили за счет перевода зерновых культур на кормовые, потому что у нас по уборке зерновых культур тоже были сложности, очень много было потерь, дожди помешали, поэтому мы некоторую часть посева зерновых культур перевели на кормовые. Для обеспечения грубыми кормами внутри республики 21 муниципальному району из государственного бюджета выделено где-то 80 миллионов рублей. Это на создание мобильных бригад для заготовки на отдаленных участках. План был доведен 55 тысяч тонн для мобильных бригад. И сегодня мобильными бригадами всего заготовлено 95% от плана. Это в объеме чуть более 50 тысяч тонн. Такие у нас показатели. А в каких районах удалось справиться с планами заготовки? Выше 100% от плана выполнили 8 районов, от 80 до 90% 15 районов. Но лучшие показатели выполнили план Хангаласский, это у них 109% от плана, Намский 108% от плана, и город Якутск тоже они выполнили свой план на 100%. По объему на лучшие показатели у Мигно-Кангаласского улуса они заготовили 39 900 тонн, Татинский 34 900 тонн и Хангаласский улус, как я уже сказал, 33 733 тонны. И Чураптинский улус в этом году тоже молодцы, они заготовили более 31 тысяч тонн. Это за счет мобильных бригад. Таким образом, они в план выполнили где-то на 92%. Это за счет мобильных бригад, за счет отдаленных участков они на такой объем вышли. Поэтому те районы, которые, конечно, у нас Кобяйский, Верхоянский улусы, они заготовили где-то на 52% от плана. Сложные улусы, я бы обозначил эти два района. Какие меры будут предприняты по недопущению снижения поголовья крупного рогатого скота и лошадей в пострадавших районах? По поручению главы Республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича принято решение оказать содействие 8 наиболее пострадавшим районам в перевозке и приобретении концентрированных кормов.
в объеме более 5000 тонн. Также перевозка сена на общую сумму 101 миллионов рублей. Вот те районы, которые вот пострадали особенно, да, вот Вилюйский улус, Кобяйский, Горный улус, тоже из этих средств будут выделены на перевозки кормов. Остальная часть — это на приобретение конскормов. Единым оператором назначен Якутавтор. Доставка будет обеспечена до районных центров. Это примерно от общих затрат на местах будут субсидироваться 50% от стоимости конскормов. То же самое, кроме того, вот, буквально в скором времени тоже вопрос решится. Это у нас четвертое уточнение, тоже дополнительные средства будут предусмотрены, где-то 36 миллионов рублей. Это только на перевозку кормов до открытия зимника. Тем районам, которые пострадали, то и более, еще скажу, на 2023 год мы тоже заложили в проект бюджета на перевозку кормов где-то в размере 200 миллионов рублей. Вот поэтому со стороны правительства, со стороны Минсельхоза такие меры будут оказаны нашим сельхозтоваропроизводителям. А как идет подготовка к зимовке крупного рогатого скота и лошадей? По оперативным данным, по состоянию на 13 октября этого года численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составляет 232 тысячи голов. Это по сравнению с прошлым годом. Конечно, у нас по оперативным данным уменьшение на 1%. Численность поголовья лошадей во всех категориях хозяйств республики составляет 238 940 голов. У нас тоже, по сравнению с прошлым годом, на уровне стоит, да? И по маточным поголовьям КРС у нас немножко увеличение есть. Если же брать в целом как вы все знаете, весной более 40 тысяч голов скота были отогнаны на летние фермы. Вместе с ними на летние фермы ежегодно переезжает около 1650 работников, в том числе 750 доеров. Сейчас с наступлением устойчивых отрицательных температур, сегодня же день покрова, да, вот начинается зимний период. Данный процесс протекает в обратном порядке. В республике сегодня действует 38 животноводческих комплексов и 420 коровников, это без учета коровников в частных подворьях. Традиционно к началу зимовки у нас завершаются все текущие ремонтные работы. Немаловажно проведение всех необходимых дезинфекционных мероприятий и ревизия систем отопления, электроснабжения, доильных установок и систем навозоудаления. Все это, безусловно, заставляет аграриям массу хлопот. Наступление холодов должны быть завершены и некоторые строительные работы. Например, вот в Татинском лусе СКПК «Качо» в этом году мы вводим на 120 голов живкомплексов. Те, кто внимательно следует за новостями, помнит, как тяжело кооперативу завершил в прошлом году зимовку прошлого года из-за аварийного состояния старого коровника. Также вот завершается строительство аналогичного объекта на 120 голов в АО, это Кескель Амгинского луса. В этом году вот такие работы ведутся. В основном наши аграрии готовы к зимовке. На выставке ярмарки «Золотая осень» в Москве предприятия Якутии показали все самое лучшее. На какую сумму была реализована продукция, какие виды товаров якутских фермеров больше всего поразило конкурсное жюри? Всего было предоставлено более 50 наименований продукции, было реализовано более 2 тонн продукции. Это у нас представили широкий ассортимент продукции, в том числе продукции из мяса жеребятины, оленины, рыбную продукцию, сливочное масло, сыры, сиропы и варенье из дикоросов. Авторитетное жюри выставки высоко оценило сельхозпродукцию, произведенную в Якутии. Делегация Якутии за достижения в области производства
высококачественной пищевой продукции завоевала 110 медалей, в том числе 99 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. В конкурсе приняло участие 24 предприятия республики. Все представленные виды продукции были отмечены медалями, что говорит о высоком качестве нашей местной продукции. Осень также время сбора урожаев. Справились ли хозяйства со своими планами? Какие культуры показали наибольшую урожайность? Да, действительно, осень традиционно ассоциируется со сбором урожая. По оперативным данным от Управления сельского хозяйства на 13 октября этого года хозяйство по зерновым культурам всего убрано 10 314 гектаров, собрано 10 270 тонн зерна. Если сравнить с прошлым годом, у нас на 1000 тонн зерна больше, чем в прошлом году. Но мы надеялись выйти на урожай где-то в среднем на 13%, но, к сожалению, вот осенний период, да, дождливая погода помешала. Вот поэтому у нас средний урожай мы получили где-то 11 центнеров с гектара. По картофелю у нас собрано с площади 6700 гектаров. Валовый сбор составил 68 800 тонн, при плане 70 тысяч тонн. Это тоже 98% от плана. По сравнению с прошлым годом у нас собрано больше на 3000 тонн картофеля. Урожай тоже в этом году неплохой. Средняя урожайность где-то 112 центнеров с гектара. Овощи открытого грунта, валовый сбор составил 28 844 тонны, при плане 30 тысяч тонн, что составляет тоже 95% от плана. Ну, если сравнить с прошлым годом, тоже где-то на 4000 тонн мы больше собрали урожая овощей открытого грунта. И окончательные цифры у нас за текущий год будут получены от органов статистики, которые ежегодно публикуют в мае-апреле следующего года. У нас сейчас только оперативная информация. Вот поэтому эти цифры тоже в сторону увеличения могут поменяться. Александр Павлович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Об итогах кормозаготовительной и уборочной кампании в республике мы поговорили сегодня. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.